11 лет минуло с событий августа 2009 года, но Васамбек Пагора в тот день помнит отчетливо. Этот взрыв унес жизни тех, кто служил с ним бок о бок много лет. В то утро Васамбек с коллегами стоял на плацу, где проходил утренний инструктаж. Сначала они услышали шум мотора у ворот отдела, а затем появилась сама «Газель». Потом все как в тумане. Васамбек остался жив, но 10 коллег из его отдела погибли. Он потерял сознание и проснулся уже в больнице с ожогами в 40%. После нескольких операций и долгой реабилитации все-таки встал на ноги и продолжил службу. Вспоминает товарищей с грустью, жалеет, что ничем не смог им помочь в тот день. Там ребята, которые несли службу в тот день, которые стояли на построении, знали, что готовится теракт. Но они не знали именно в каком отделе, в каком месте будет совершен теракт. Они могли в тот день остаться дома, уйти в отпуск, уйти на больничную или уволиться с работы. Зная об этом всем, эти ребята мужественно, достойно несли службу, защищая нашу родину, нашу республику, стабильность, целостность всей нашей России. Взрыв мощностью 400 килограмм в тротиловом эквиваленте всколыхнул всю республику. Но он раздался не сразу. Детонатор взрывного устройства сработал спустя 13 секунд. После того, как «Газель» протаранила ворота РОВД. Именно этот перерыв спас десятки жизней. За это время многие успели укрыться. В результате почти 20 человек погибли и больше сотни получили ранения. Харона Муцольгова во время нападения не было на работе. Он приехал позже. События того дня до сих пор вспоминать тяжело, делится он. Но мужество ингушских ребят, которые дали отпор террористам ценой собственной жизни, мы не имеем права забывать, отмечает Харон. подвергать опасность, подвергать душка, был хаихи ацидент от бага сотрудники баш. Леб бол информации жар эйн аруянал сейлинг удат сейлинг ган эйн удат. Свяр сейлинг ган сейлинг суд кёхачога нападение бисен юр, под утро нападение юр. So дух 98 года са у системе был биш. Суд халпок ППС внутренние войска жаумысы бог от халкаша за суд много се дух бабяп. Дух угрозы шхане даваляхат. Ну я бог может быть, что да адл бог хорм хати ехать авумари сигас khirиш да улажи угрозы шаулж бог бахтер. Сигас ши хадлуат шбонеке ши истину уж ахадляться бори патриотические хамдиас должхолюс. Усугубляло ситуацию и то, что на горящем складе с оружием периодически взрывались боеприпасы. Были пострадавшие среди тех, кто проживал в многоэтажном доме, расположенном прямо напротив РОВД. Одну женщину убили на втором этаже. Об стенку ее ударило и сразу насмерть. Ну, вторую там руку сломали. Ну, еще что там, глаз одному с 6-го этажа выбили глаз пацану, который. У нас дома дочка пострадала, рама вылетела и попала сюда. Али Гадиев о случившемся узнал из сводок новостей и немедля бросился на поиски брата, находившегося в то время на построении в РОВД. Али не мог поверить собственным глазам. Пожар. Все горит, дымит, взрывается, еще что-то. Люди бегают там. Страшная картина. Сами все разорванные. Ну, с автоматом, но полностью одежда на них не, ну как кусками она висела на них. Обугленная. Они сами были в копоте все. После того взрыва в радиусе несколько сотен метров были выбиты стекла и разрушены здания. Бомба мощностью 400 килограмм в тротиловом эквиваленте оставила после себя воронку диаметром в 5,5 и глубиной 2,5 метра. В тот день погибли десятки сотрудников Назрановского РОВД. Более сотни получили ранения. Тела многих так и не были найдены, а смерти близких родственники узнали позже, после медэкспертизы.
Позже, 2 марта 2010 года, в ходе спецоперации в сельском поселении Икажево сотрудниками ФСБ были уничтожены 6 членов незаконных вооруженных формирований, в том числе и Саид Бурятский, организатор того теракта. События, произошедшие 17 августа 2009, стали черной страницей в истории ингушского народа. Те, кто погиб при исполнении служебного долга, и те, кто пострадал от рук террористов, навсегда останутся в памяти. Мирному небу мы обязаны прежде всего сотрудникам, которые ценой своей жизни дали возможность нам жить спокойно. Светлана Томова, Новости 24.